Культура – уникальный инструмент, объединяет прошлое и будущее народы и цивилизации. А потому и недежурный подход к развитию отрасли удалось модернизировать 83 объекта. Впервые за столь короткий период ремонт, техническое оснащение, где-то одежда сцены, зрительные залы помогали социальные партнеры. В 4 раза увеличилось федеральное финансирование. Регион вложил больше 2 миллиардов, в том числе и на повышение зарплаты деятелей искусства. Престиж профессии растет. В ряде северных районов, Усть-Илимский район, Ижемский, добрая половина занятых в отрасли культуры специалистов не имеют специального образования. Конечно, отрасль работает. Все учреждения отлично справляются, стараются по максимуму исполнять свои обязанности и соответствовать требованиям времени. Но, тем не менее, этот показатель, он пока остается. Сергей Витальевич, я считаю, что нужно все-таки обучать людей, повышать их квалификацию. Подготовка кадров – отдельный вектор. Уже сейчас молодое поколение по направлению от региона обучаются в лучших учебных заведениях от Московской консерватории до институтов культуры и искусства всей страны. В 2018 году места были выделены, поступило 35 человек на эти места. И каждый из тех, кто поступил, имеет уже сейчас на руках договор и такую гарантию своеобразную, что одно из учреждений Республики Коми, которое уже в этом договоре расписалось, примет обязательно этого специалиста по окончанию его подготовки в университете обратно к себе для того, чтобы трудиться в течение 3 лет. Гордость, лицо региона, государственный ансамбль «Асьякыя» долгое время с трудом обновлял состав. Молодых талантливых искали по другим регионам. Сегодня попасть в наш коллектив стремятся, и даже не всем хватает мест. Мы наконец-то начали, понимаете прекрасно, что у нас коллектив с коми-колоритом, должен быть с коми-язычные должны быть наши вокалистки в хоре. И вот 4 девочки молодые пришли у нас уже с образованием, 2 уже получают сейчас высшее образование, все они имеют среднеспециальное, и все в совершенстве владеют коми-языком, что необходимо для работы в нашем хоре. Глава региона предложил создать отдельный закон о поддержке государственного ансамбля. Техническая база, социальные и материальные условия должны соответствовать статусу. Мы были в Воркуте на международном туристическом форуме, и, конечно, когда вышел коллектив «Асьякыя» на сцену, открыл этот фестиваль, конечно, я видел лица удивленные, изумленные лица гостей, которые даже представить не могли, наверное, из каких-то там своих соображений, что в далекой Воркуте, в республике Коми, может быть такой костюмированный, высокопрофессиональный, уникальный коллектив, который так с гордостью представил Республику Коми. Такой закон обязательно примем, и этот коллектив будет действительно достоянием, как он и есть, но он будет еще со всех сторон защищен. Виртуальный концертный зал филармонии, сельский автоклуб. 3 лучших учреждений получат новый транспорт уже сейчас. Большие комфортабельные автобусы у республиканских театров появятся в следующем году. Десяток возрожденных кинозалов уже собрали первый миллион на билетах. Все это новые направления для региона. Будут развиваться и дальше в рамках национального проекта «Культура». Год театра в стране тоже внесет коррективы. Проект реконструкции для театра, оперы и балета, поддержка и тюзам, и профессионалам. Я лично озабочен, конечно, техническим состоянием Национального драматического театра. И здесь, безусловно, мы будем делать все необходимое. Мы буквально недавно встречались со Светланой Евгеньевной Горчаковой, обсудили вопросы взаимодействия с профсоюзами, с тем, как совместно использовать занимаемыми помещения. Мы, безусловно, найдем компромисс. Состояние, особенно входной группы, тех производственных помещений, гримерок, конечно, они просто ужасающие. Поэтому здесь нужно вложить особую любовь, заботу и решить вопросы. Глобальный проект – капитальный ремонт национальной библиотеки. Уже по новому брендбуку, разработанному для всех библиотек. Все усилия, дабы привлечь жителей региона в театры, кинозалы, музеи и встретить столетие региона во всей красе. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.